Сегодня у Эльнуры последний день обучения в центре. На протяжении 2 недель она училась навыкам шитья и смогла добиться в этом деле немалых успехов. По окончании Эльнура останется работать в этом же цехе. Я многому здесь научилась. Раньше я не умела работать на машинке. Обучение прошло замечательно. За очень короткий срок нас научили профессионально шить одежду. Получив сертификат, я официально начну здесь работать в качестве швеи. Несмотря на то, что учебный центр начал свою работу всего месяц назад, официально он открылся только сегодня. Первая группа, состоящая из 80 женщин, получили свои сертификаты и рабочие места. Спасибо большое Конгрессу женщин. Теперь я могу устроиться на хорошую работу с такой же зарплатой. Проект действительно очень полезен. Мы обучаемся здесь бесплатно. Я здесь всего 2-й день. Нас очень хорошо обучают. И, конечно, научилась правильно шить. Хотим обратиться к уважаемому послу. Международный проект реализуется при поддержке Конгресса женщин в Кыргызстане и посольства Китая в Кыргызстане. Проект направлен на поддержку женщин, оказание им помощи, а также обеспечение их рабочими местами. В настоящее время в столице имеется 60 швейных машин, предоставленных китайской стороной. Это наш вклад Конгресса женщин в том, чтобы вот этот бренд Made in Kenji, оно осталось, сохранилось, правильно же, да? Потому что сейчас вы знаете, что Узбекистан, Беларусь очень сильно развивает свою текстильную промышленность. Во-вторых, мы хотим помочь женщинам овладеть профессией, остаться здесь, в Кыргызстане. Вы все прекрасно знаете, что после ковида очень много молодых женщин покинули Кыргызстан, ринулись в Россию в поисках лучшей доли и возможности заработать и смотреть за своей семьей, да? Сегодняшний этот проект тоже очень хорошее свидетельство о дружбе, о сотрудничестве между Китаем и Кыргызстаном. Женщина всегда играет очень важную роль в обществе. В Китае сейчас женщина занимает почти половину в экономической деятельности Китая. Но у нас очень популярно таких покатых леди очень много. И я думаю, что по мере развития Кыргызстана в Кыргызстане становится тоже больше этих женщин, которые своей экономической деятельностью, даже технической деятельностью занимаются, научной деятельностью. Как добрый сосед, Китай будет всегда оказывать посильную помощь народу Кыргызстана. Обучаться в учебном центре могут абсолютно все желающие, вне зависимости от возраста, и на бесплатной основе. Более подробную информацию можно получить на сайте Конгресса женщин Кыргызстана. Айона Байзакова, Нуркамиль Асанов, Ала-То 24.